Серьги считается, что это один из самых распространенных видов украшений. И, в принципе, сейчас, в современной жизни, мы считаем, что серьги — это один из основных, наверное, атрибутов, можно сказать, комплекса украшений и обыденной одежды, там, костюма человека. Если мы говорим о серьгах, то не всегда, например, у всех народов было распространено ношение этого украшения, как мы сейчас его представляем, то есть в мочке уха. Например, вот как считает Рыбаков, один из исследователей русской культуры, он считает, что серьги на Руси вообще, да, в русской культуре появляются с приходом, под влиянием, вернее, тюркских народов. Отсюда и название, которое, в принципе, можно провести параллели с другими тюркскими народами, да, вот, допустим, алтайскими, тувинскими народами, с татарами. У них, вот, например, название серег. Если мы говорим русское слово серьги, то у тюркских народов это сырга, тарга. И вот данное украшение связано также не только с эстетическими его функциями, но и также с магическими функциями. Да? Если мы говорим, например, о якутской культуре, то уши вообще в якутской культуре всегда имели такое особое сакральное значение. Да? Например, считалось, что кут человека живет в его ухе, в ушах. И тогда, когда человек был смертельно болен или уже, получается, он приходил к той черте жизни, когда он должен был попрощаться с жизнью, то кут можно было увидеть, потому что она выходила из его уха в виде клопа или вошки, получается. И также еще в ухо богиня Аигд вселяла души детей. Там еще имело значение в левое или в правое ухо. Вот. Если непосредственно к серьгам перейти, то у якутов сейчас принято считать, что если традиционные якутские серьги, то они вот такой вот лировидной форме, да, в виде женщины с подвесками. И большинство, значит, сейчас в современной интерпретации мы говорим, что эти подвески означают количество детей, внуков этой женщины, да, а если посередине подвесочка небольшая, значит, это будущие дети, да. Но не всегда данные серьги якутские выглядели таким вот образом, лировидной формы. Допустим, вот в 17-18 веках, по данным путешественников, они описывают якутские серьги в виде знака вопроса. То есть это изогнутая проволока, буквально можно говорить, да, с небольшими, значит, бусинами белой, черного цвета или же голубого, вот синего цвета могли быть. При этом получалось, что по данным исследователей, да, вот, и по данным путешественникам, они говорили о том, что якутские женщины носят данное украшение не по одной штуке, как вот сейчас в основном, да, носят, а по несколько штук могли носить, по 3, по 2 в каждом ухе при этом. Если мы говорим об этом украшении, то вот Константинов считает, что оно особой популярности, наверное, где-то с 18 века приобретает, да, и при этом серьги данного типа, они не были только атрибутом женским, но могли и быть и у мужчин. Об этом, конечно, нам доказывает комплекс погребальный, да, то есть вот по результатам археологических раскопок. Также украшения в виде знака вопроса, они были распространены не только у якутов, но и у многих других народов по всей Евразии. Да. Если мы говорим конкретно о Сибири, то такие же украшения были и у алтайцев, и у хакасов, и у тувинцев, но немного в другой форме, там восьмеркообразные серьги. Да? И позже данное украшение, оно начинает более усложняться. Да? Это понятно, потому что в любом случае, получается, уже развивалось ювелирное дело. Да? Здесь, конечно, еще рано говорить о ювелирном деле, но данное украшение, оно появляется с такими небольшими подвесками. Даже, например, по некоторым погребениям, да, можно заметить, что бусины заменяются другими какими-то такими полыми подвесками, получается. А подвески, они могли быть различными. Например, с теми же бусинами одновременно шли подвески даже иногда в виде монеток, например. Вот. И позже уже, конечно, когда украшения начинают входить в обиход, и с развитием ювелирного отдела, да, появляются более сложные формы украшений, да, серег в том числе. И вот, например, один из исследователей тоже якутской культуры, Савин, в своих данных он приводит более 10 названий серег с подвесками. Да?
Ну, мы принято сейчас называть их тюгахтах и тарга, да, но также, например, Савин, он называет их там, допустим, то, что называется лопатообразные серьги, да, кюрджаха тарга, украшения в виде харыя тарга, ну и так далее, да. Ну и вот с этим, конечно, можно, конечно, согласиться. При этом формы стали очень сложными, да. Это говорит о развитии ювелирного дела в Якутии. И, ну, непосредственно, конечно, якутские мастера, они всегда славились своим мастерством, да, вот. И с этого времени появляются вот те лировидные серьги, которые мы сейчас считаем наиболее традиционными, да, и которые сейчас пользуются наиболее, наверное, большей популярностью среди современных женщин. И вот если говорить непосредственно, например, о лировидном мотиве, то до сих пор нет конкретно вот одной точки зрения, откуда появляется данный вид серьги, да, получается. Если проводить параллели, то, например, вот те же лировидные серьги, они были распространены и у алтайцев, например, да, ну, долганов, конечно, например. И такие же серьги, например, они даже были распространены у народов Амура. При этом разница лишь в том, что форма-то одна, конструктивно они, в принципе, одинаковые, но лишь подвески разные. Если, например, у народов Амура и тех же алтайцев подвески они в виде бусин, то в якутских они полностью, ну, сделаны из металла, да, ну, серебро. Сейчас, если мы говорим конкретно о серебряных украшениях. Таким вот образом ведутся споры, как мы уже сказали, да, например, вот один из исследователей тоже якутской культуры Зыков, да, он считает, что данное украшение, оно даже не является исконно традиционно якутским, да, он считает, что данное украшение, оно переняло формы от русских серег, так называемых голубцов. Это две птички в виде голубей, получается, да, и вот эта форма в виде голубей, она преобразовалась в так называемую лиру. И он считает, что вот эти вот подвески серег голубцов, которые тоже были из бусинок сделаны, да, они вот в якутских серьгах, они стали в виде вот таких вот гиречек металлических уже. И тем самым можно говорить тогда, если верить Зыкову, да, если, ну, как данной теории быть приверженцем, да, то можно считать, что данные якутские серьги, они, как бы, получается, уже преобразовались из русских серег голубцов. Мотив лира, да, он всегда был очень распространен в якутских украшениях, не только в серьгах, но и также распространен, конечно, и в орнаментике, да, в одежде, ну, мы везде это встречаем, даже в утваре встречаем, да, и при этом, значит, другие исследователи, например, вот Носов, он видит в лирообразном вот таком узоре, да, или мотиве лиры, он видит коровьи рога, получается, да. Другие же исследователи, например, Ула Йоханссон, она считает, что данный мотив лиры, он, значит, пришел нам еще из пазырыкских курганов, и это, ну, как бы, получается, форма бараньих рогов, ну, вот таким вот образом, да. А вот если, например, говорить о других народах, да, вот у кыргызов считается, что мотив лира — это две собаки, грызущиеся из-за одной кости. Ну, в общем, получается, вот эта форма лирообразная, это вот и есть, как бы, ну, как мы считаем, как будто две собаки вот с завитыми хвостами. Вот, но здесь, конечно, можно говорить и о том, что почему, может быть, действительно данное украшение, оно пришло от русских серег голубцов, но все равно получается, что мотив лира, он присутствовал в традиционной якутской культуре с самого начала, получается, да, и этот мотив, он является одним из самых архаичных, наверное, мотивов даже вот в орнаментике. И на сегодняшний день, получается, при трансформации культуры, да, вот лирообразные серьги, они, ну, во многих описаниях мы найдем, что они символизируют, даже вот пишут, что, ну, как древо жизни, да, символизирует, значит, связь женщины как с женщиной, там, праматерью, например, да, и связь с такими богинями, как и Яхсыть, Аигыт, и данное украшение, лирообразное украшение, мы можем считать, ну, данные серьги лирообразной формы мы можем считать одним из самых традиционных украшений, потому что они очень хорошо влились в традиционный комплекс украшений, да, и сейчас являются вот даже, ну, не побоюсь этого сказать, наверное, даже, да, символом вот именно якутской культуры,
так как ювелирное дело на сегодняшний день вот у нас очень развито, да, и ну, данный атрибут украшения, да, данный вид украшения, он является вот даже таким вот, ну, как символом якутского народа современного и якутской культуры. Основным материалом для якутских украшений, конечно, является серебро, да, но также наравне с серебром была распространена медь. Ну, то, что принято считать кыгыл-күмүс, рынкамюсь, да, и вот, допустим, но вот золото, если мы говорим, что на сегодняшний день, например, вот очень много золотых якутских серег, да, якутских, тех же, например, даже самых и распространенных лировидных якутских серег, сделанных из золота. Но считалось, что вообще золото — это тяжелый материал для тела человека и для души. И вообще даже серебро считается тяжелым материалом, так же, как и медь, да. Из-за этого, может быть, даже на сегодняшний день ну, не так уж много, например, найдено некоторых видов украшений в погребальном комплексе, да, потому что вот материал, он по своему свойству считался, что он тяжелый для души человека, и кут человека, он может, ну, не покинуть тело, в общем, человека. А то, что касается серебра, конечно, серебро — это белый металл, который отпугивал злых духов. Да? И вообще считалось, что женщину из хорошей семьи должно быть сначала слышно, а потом видно. Потому что, когда она идет, вот, звук серебра должен быть слышен издалека, в общем, получается. И вот шум серебра, он отпугивал злых духов. Да? Также серебряные украшения, например, они должны были быть практически закрывать все как бы выходы души из тела человека. Да? То есть это кольца, браслеты, серьги, да? Даже, например, если мы не берем не якутов, вот у народа Амура, да, у них есть даже носовые серьги и ножные браслеты, так как душа человека, она в любой момент могла покинуть человека. Да? Также еще особым местом, сакральным местом на теле человека это были волосы. Вот, и, ну, с этим касается, конечно, косоплетки, там, накосные украшения, да. Но на сегодняшний день, конечно, серьги и кольца являются одними из самых таких распространенных якутских украшений, потому что все-таки, которые перешли из глубины времен, даже можно говорить, да, потому что, ну, не нужно особого комплекта украшений, чтобы носить серьги и кольца, да, и не нужно обязательно надевать, например, тот же традиционный костюм. Что касается илинка-бихер, там, калинка-бихер, бастыга. Из-за этого можно говорить, что серьги, они вот, ну, очень универсальны и являются сегодня вот как раз-таки ну, как одним из выражением традиционной культуры якутов.